Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Этот ролик не о спасенных. Сегодня мы показываем ППЖ Якутска. Прошу максимальное распространение. Мы не будем показывать страшные кадры разорванных собак, зная, что у нас много сердечников. То, что происходит в ППЖ, не выдержит любой нормальный человек. Собак не кормят, корма нет. Или кормят через день и чем придется. Собаки обезумели от холода и голода, рвут слабых, и ежедневно там гибнут те, кто так предан нам, людям. Мы не будем говорить о тех, кто руководит ППЖ. Это бесполезный разговор. Услышьте. Прочитайте приказ. Запретили вход последним волонтерам, кто приезжал к собакам, кто самоотверженно служил годами. Я лично знаю Анастасию с 2016 года. Несмотря на плохое здоровье, она бесконечно предана животным. Всегда много помогала, спасала. И вот ей закрыли вход. А кто, если не эти самоотверженные люди? Кто будет варить по ночам кашу, а потом тащить, ломая позвоночник? Эти неприподъемные кастрюли. Если и им закрыть двери, а другие не придут, люди. И снова будет 1000 смертей, и мы с вами об этом не узнаем. Их заменят новыми отловленными. Друзья, вы помните, в том году с конца ноября и на всю зиму закрыли вход на этот стратегический объект, мы его так называем. Зимой никто не помог выживать собакам. Никто не видел, каково было им без сена, без еды, как они плакали и умирали. Каков был итог? С января по май мы с вами знаем 800 трупов. И это только официальная цифра. И сколько плюс еще оставалось за кадром погибших? Вот я зашла к щенкам, чтобы Лариса их кормила вот сейчас. Вот. Чтобы найти мальчики и девочки. Лариса, снимай. Я буду поднимать. Нет, ты не снимешь в варежке. Снимай варежку. Женя, вот это, Да. стукни, чтоб на зиму. Да. И мы сейчас посмотрим, сколько у них сена здесь. О боже. Нету О боже. Я боюсь, там мертвый. О боже. там еще не О один. боже. О боже. Мой. Мороз не шуточный. Посмотрите, они трясутся. Даже вот эта большая собака сейчас очень сильно дрожала. Вот, дрожит. Не говоря о щенках. Идем к щенкам, подросткам, потому что сегодня должны забрать голубенького. Так, все. Подожди, вылазь. Посмотри, там есть щенок или его забрали? Открой. Лапки вытаскивай, потому что мертвый там со вчерашнего дня. И там же собачки сидят. Мертвые от чего? От голода, от холода. Он один там? Утренняя зарядка под названием «Помоги собакам ППЖ». Флешмоб объявляем. Кто может помогать, пожалуйста. Там страшная катастрофа. Там настоящий голод. Это мы с Донцовой дома варим. Присоединяйтесь, мои дорогие. У нас нет выбора. У них действительно настоящий голод. Кто придет и увидит своими глазами эти несчастные, да. Несчастных и голодных. 23 ноября, 9 утра, мы привезли корм для собачек. То, что сварили сами дома. Флешмоб. Друзья мои, флешмоб, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы будем заезжать на машине и забирать то, что вы сварите. Нас здесь ждут. Собачек еда лежит. Почему не кушаете? Вот она, пожалуйста, еда здесь, на месте. Давайте кушайте. Хочу взять несколько для того, чтобы вот взяла в мешок
чтобы посмотреть, почему они не едят. Так, Лариса, внимание! Сегодня 23 ноября 2023 года, 10 утра. Утреннего кормления нет. Утреннего кормления нет, 8 утра, подожди. Вот, и поэтому я взяла, везде как бы еда лежит вчерашняя. Но я, как общественный инспектор, хочу узнать, что это такое, почему они не едят. И поэтому беру образец сегодня. Рядом со мной Донцова Лариса, тоже общественный инспектор. Ну вот, засыпала еще 3 пачки гречки. Первые 3 пачки сейчас остывают. Ой, в общей сложности вот такая у меня веселая сейчас жизнь. Я обращаюсь ко всем, кто смотрит. Не нужно осуждать, проклинать ни чиновников, ни работников ППЖ. Не для этого этот ролик, а для того, что мы можем сделать, чтобы избежать массовой гибели. Кто помогает из-за рубежа, подписывайте вашу помощь для ППЖ или для Евгении. Реквизиты Евгении будут под видео, в описании и в закрепленном комментарии. Я обращаюсь к жителям Якутска, у кого есть сердце и душа. Помогите вашим волонтерам. Пищевые отходы из организаций, крупы и корм могут спасти лохматые души. Не проходите мимо беды. Откликайтесь, люди. Это подростки. У нас нашей еды хватает только на подростков. Ой, там одна собака спряталась. Посмотри, вот там, вот там. А, я знаю. Давай туда ей. Сейчас я вот эту собачку. Вот коротколапик совсем маленький. Быстро на меня оставляй. Посмотрите, пожалуйста. Ой, лысый. Прямо совсем лысый. Это мама, кастрюлю сюда неси. Сейчас. Мама, кастрюлю сюда подтащи. Держи. Иди сюда. Вот там коротколапик тоже есть. Сейчас выйдет. Да, ты красивый. Ой, голосочек-то какой простуженный. Мордочки уже выльнее. Вот такие мордахи. Первая будка вот такая. Посмотрите в этом ряду. Очень ребра. Варить крупы на весь ППЖ невозможно. Там всего 2 или 3 плитки. Надо решать, как спасти узников ППЖ. Варить кашу долго. Кастрюли 50-килограммовые. Варятся очень долго. Их надо очень много, чтобы к утру накормить всех 1360 собак. Иначе через несколько дней спасать будет некого. Будут горы трупов. А еще там нет рабочих рук. Кашу или баланду варит один сотрудник. Разве это возможно сварить за ночь много огромных кастрюль 50-литровых одному человеку на 2-3 плитках на 1360 собак? Невозможно. Продукты, друзья, можно завести только с другого берега реки. Но река стоит. Мы вам показывали эти жуткие кадры с рекой. Переправа не работает. Только к Новому году появится возможность переправы груза и крупы. Крупы надо много, не килограммы, а тонны. Завтра будет комиссия, поэтому на завтра крупа закуплена. Друзья, давайте думать. Не время рассуждать о том, кто виноват. Давайте думать, что делать. Там холод и голод. Там каждый день гибнут собаки.